Доброго времени суток, дорогие телезрители. Приветствуем всех на прямой трансляции второго игрового дня турнира по мини-футболу в рамках 8-х по счету спортивных игр народов республики. 12 часов дня у нас, и мы приступаем к просмотру самого интересного матча второго соревновательного дня уж точно, и может быть даже можно сказать, ну и всего турнира. Заречное дерби нас с вами ждет. Усть-Алданский район. Команда хозяев соревнований, игр, принимает на своей площадке команду Мегина Кангаласского Улуса. Данное противостояние является классикой мини-футбола и якутского мини-футбола. И, конечно же, это всегда очень зрелищно. Перейдем к составам играющих команд и начнем с номинальных гостей. Сегодня это команда Мегина Кангаласского Улуса. Номер 1 на воротах Айсен Савин, 10 номер Михаил Никифоров, 13 Алексей Дмитриев, 8 Владимир Росин, 3 Евгений Скрябин, 77 Рустам Ларионов, 4 Юрий Афанасьев, 11 Николай Дьяконов, 7 Игорь Дегтярев, 19 Эдуард Афанасьев, 12 Данил Бурнашов и 9 номер Лев Захаров, тренер Спиридон Васильев. И команда гостей, хозяев, конечно же, извиняюсь, команда хозяев соревнований, хозяев паркета, сборная Усть-Алданского района. Номер 1 Василий Лыткин, 19 Сергей Аманатов, 7 Афанасий Федоров, 3 Сергей Волошин, 11 Джулустан Пестряков, 21 Андрей Иванов, 8 Владимир Жирков, 9 Родион Иванов, 4 Айтал Бурцев, 12 Николай Савин, 5 Буджул Пестряков и 88 номер Виктор Винокуров, главный тренер команды Сергей Скрябин. Ну, нас с вами ждет, конечно же, очень интересное противостояние, за которым будет наблюдать очень-очень интересно. Можно сфокусироваться на целом ряде футболистов. Тут, конечно же, и звезды якутского мини-футбола, вернее, не только звезды якутского мини-футбола, но и люди, которые у нас выступают на всероссийской арене. Ну, это, конечно же, давайте в первую очередь мы обозначим Сергея Волошина. Он выступает под номером 3 в составе усть-алданской команды. Сергей Волошин прекрасно знаком всем любителям мини-футбола по своим выступлениям за «Зарю». В период вот где-то вот 13-15 года Сергей играл в составе команды Олега Михайловича Марченко. Ну и затем он выступал в ряде клубов, и вот минувшую кампанию он провел в составе клуба ЛКС из Липецкой области и стал серебряным призером по итогам сезона, серебряным призером чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. Вот так, дорогие друзья, серебряные призеры на паркете, серебряный призер чемпионата России на паркете в селе Барагонск Усть-Алданского района. Ну и, конечно же, отметим и Афанасия Федорова, это лидер Усть-Алданской сборной, играет Афоня в составе мини-футбольного клуба «Заря». Также в Афоне есть медали чемпионата высшей лиги России в составе «Алмаз Алросы». В том самом сезоне, в последнем сезоне для Мирнинского клуба Афанасий в составе команды из Алмазного края стал чемпионом России, переиграв в финале команду «Корпорация Оси» из Екатеринбурга. Также можем мы, конечно же, отметить Джулстана Пестрякова, Айтала Бурцева. Ну, на самом деле, вообще, если пройтись по списку, то тут все люди прекрасно известные всем любителям мини-футбола и даже людям, которые особо не интересуются мини-футболом. Много громких имен. Рустам Ларионов, номер 77. И, конечно же, будет очень интересно наблюдать за этим. Сборная Мегина Кангаласского Улуса будет играть в черных футболках и белых шортах. Игорь Дегтярев, номер 7. И, соответственно, сборная Усть-Алданского района, команда хозяев соревнований, они будут играть в красных джерси и белых шортах. Приветствие команд. Все готово для того, чтобы начать этот самый долгожданный матч. И мы все это, конечно же, будем смотреть в прямом эфире. Капитаны команд у мегинцев это, конечно же, Михаил Никифоров,
Ну, что касается устилданцев, то капитанит там Андрей Иванов. Команда получает последние наставления перед стартом данной встречи. И сейчас мы начнем просмотр заречного дерби. Судья Ассоциации мини-футбола России. И Васиф Мамедов, судья Ассоциации мини-футбола России. Выходит команда на паркет. Ну, для вас у микрофона по-прежнему работаю я, Власий Сергеев. Все матчи в прямом эфире мы показываем на телеканале Якутия-24. Звучит свисток. Итак, друзья, поехали. Заречное дерби, центральная встреча второго игрового дня. И сразу попытка пробить мяч покидает пределы игрового поля. Афанасий Федоров будет вводить мяч в игру. Ищет варианты. И удар есть. Айсен Савин на месте. Но Айсен Савин тоже человек, известный в мире якутского мини-футбола. Выступает он также за мини-футбольный клуб «Заря». И, конечно же, бессменный страж ворот мегинской команды. Мегина Кангаласский Улус, кстати, на прошлых играх в АМГе в 2019 году дошел до финала турнира, где в упорной борьбе уступила команде Якутска. Тогда основное время матча закончилось со счетом 2-2. Якутск тогда был в качестве даже отстающего. И помню, даже вот в 5 полевых играли. Никита Евтушенко играл в 5-го полевого. И сравняли счет. И в итоге в серии пенальти противостояние двух вратарей, Никита Евтушенко и Айсен Савин. Вот из этой дуэли победителем вышел Никита. Он причем отразил 2 удара, как, если мне память не изменяет, при этом еще и забил решающий 6-метровый удар. Ну и уверен, что амбиции, как у мегинцев, в этом сезоне тоже очень высоки. Ну и, конечно, Усть-Алдан, сборная Усть-Алданского района, конечно же, ставит самые высокие цели на домашних играх. Конечно же, они будут биться только за первое место. Ну, давайте осмотреть. Пока что у нас невысокий темп предлагают обе команды. Но сейчас, конечно же, будем вкатываться и пойдет жара. Нарушение правил. Первый фол. Вы знаете, вот несмотря на то, что в названии этого прекрасного вида спорта и присутствует, да, слово «мини», но сегодня нас с вами ждет во всех смыслах большая игра. Заречное дерби — это всегда очень интересно. Усть-Алданцы контролируют Мегина Кангалас. И вот смотрите, первый момент и гол! Гол! Ну как вам такое начало? Здорово все разыграли. И сразу же вот так у нас начинается встреча. Евгений Скрябин принимает поздравления. Как же все-таки все было разыграно прекрасно. Сейчас мы на повторе увидим. Но пока смотрим, как мегинцы пытаются организовать свою атаку. Нарушение правил против Владимира Росина. Ну, Усть-Алдан, конечно, прошел, безусловно, на правах хозяев. Да, прошел очень большой тренировочный лагерь. Вот мы видим выход 1 на 1. И в правый от себя угол отправляет мяч Евгений Скрябин. 1-0. Мегина Кангаласский Улус открывает счет. Ну, Усть-Алданский, конечно, очень хочет победить на домашних играх. Это понятно. И вот видите, чтобы достичь этой цели, спортивное руководство Усть-Алданского района пригласило вот как раз-таки Сергея Волошина, на котором я сделал акцент в начале этой трансляции. Вот Сергей Волошин у нас, как я сказал, в составе Липецкого ЛКС стал серебряным призером чемпионата России среди команд высшей лиги. По регламенту, да, спортивных игр допускается возможность заявить человека из других улусов или даже вот региона, да, но тут есть условие, то, что прописка, в данном случае, например, у Сергея Волошина была прописка усть-алданская, она должна быть уже за 2 года до старта соревнований. Только при этом вот допускается участие вот людей извне.
Но вчера, например, мы в Оленёкском Улусе тоже видели ребят, которые были приглашены из Якутска. Роман Бондаренко и Роман Кирин. Ну, то есть это нормальная практика. Активно поддерживают, конечно же, жители села Парагонцы. Не только этого села, вообще своих поддерживают. Борьба активная за мяч. И сейчас в контратаку не получилось побежать. И еще одна атака, есть удар. Николай Дьяконов с острого угла пробивал. Нет, это Рустам Ларионов. Ну и посмотрим, что предложат в ответ хозяева соревнований. Наброс. Ух! Неприятный сюрприз для сына Савина, но страж ворот, столь опытный, как сын Савин, конечно же, справился с этим рикошетом. Джилстан Пестряков. Джилстан тоже имеет богатый опыт выступления в высшей лиге России. Также выступает за Зарю. Парень-боец. В атакующих действиях своей команды он, конечно же, сыграет очень важную роль сегодня. Контролирует мяч устьелданцы. И какой удар! Сергей Волошин. Серебряный призер чемпионата России решил пробить издали. Получилось опасно, но мяч в ссор не попал. Но еще одно нарушение правил. Михаил Никифоров против Сергея Волошина нарушил правила и тут же принес извинения. Ну, Михаил Никифоров, конечно, парень вежливый. Никогда за ним не видели, да, мы такого, что какое-то агрессивное, сильное поведение. Нет. Очень уравновешенный, спокойный футболист. Известный по выступлениям, конечно же, в первую очередь за футбольный клуб «Якутия», который выступал во втором дивизионе чемпионата России в зоне «Восток». Когда у нас был профессиональный большой футбол, Михаил Никифоров являлся капитаном. Но сейчас посмотрим в этот момент. Алексей Дмитриев получил мяч и делал вот прострел на дальнюю штангу. Но в темп не попали его сокомандники. На самом-то деле Дмитриев сделал все правильно. Просто игрока на дальней штанге не оказалось. Смотрим, как раскатывает мяч футболисты Усть-Алданского района. Сергей Волошин. Сергей Волошин отыгрывает назад. Афоня Федоров. Мяч доходит до фланга. Тут прострел на Пестрякова. Ну, наверное, подразумевался навес в этом случае, но не получилось. С мячом мегинцы. Михаил Никифоров отыгрывает назад. Кстати, вот я вспоминал, да, вот игры в Амге, когда Мегино-Кангаласский Улус дошел до финала. И тогда ведь в составе мегинской команды также выступали приглашенные звезды, скажем так. Это Алексей Костенко, который выступал и за Алмаз Алросу, и за Зарю. И Дмитрий Матицын, который тогда играл за Зарю. Очень одаренный игрок, который являлся главным дриблером Зари. И вообще в этом компоненте он был одним из самых видных игроков всей высшей лиги. Вот элемент ракета лучше всего у него получался. И, конечно, тогда... Ну, посмотрим. Есть удар плотный. Михаил Никифоров. Прекрасно мы знаем, как он может пробить. Как бы сказал, да, Георгий Черданцев. Пушка страшная у него. Но с ударом у Михаила, конечно, все в порядке. Это из большого футбола у него осталось. Ну вот тогда Дмитрий Матицын и Алексей Костенко практически без замен играли весь турнир. Практически не садились, ну, только при такой острой необходимости они присаживались на скамейку. Ну, а так в целом провели весь турнир на поле. Есть удар с острого угла, и смотрите, еще один гол. И это вновь Евгений Скрябин.
Дубль Евгения Скрябина. Гол у ворота команды И Мегина Кангаласский Улус 3. Евгений Скрябин. удваивает преимущество. Но Евгений Скрябин, сделав дело, отправляется на скамейку. Ну и сейчас, смотрите, Усть-Алдан как спешит, да? Сразу быстренько разыграли мяч. Давайте посмотрим на повторе. Ну, но тут, конечно, вопросы. К вратарю Усть-Алданского района. Это, по сути, я думаю, что это все-таки вратарский гол, потому что острый угол. Но, во всяком случае, поздравляем мы Евгения Скрябина с дублем. И такое начало матча обескураживающее для усть-алданских футболистов. А тем временем штрафной, и Джилустан Пестряков у мяча. Джилустан отсюда может пробить. Смотрим, нет, разыгрывает. И вдоль ворот передача. Будет ли добивание? Нет. Сейчас уже вторым темпом будут комбинировать футболисты Усть-Алданского района. Джилустан Пестряков вновь выходит на ударную позицию. Нет, не решается пробивать. Оставляет на своего сокомандника. Есть удар и блокируется этот удар. Владимир Жирков на ударную позицию вышел. Хорошая комбинация, после чего команда Усть-Алданского Улуса зарабатывает угловой. Посмотрим. Владимир Жирков делает передачу. Есть удар! Айсен Савин на месте. Родион Иванов пробивал. Комбинирует футболисты Усть-Алданского района. Также я слышал, что до начала, да, еще задолго до начала самого турнира я слышал, что Усть-Алдан хочет заявить Никиту Илько, который у нас выступал за Алмаз Алросу. Смотрим этот момент сейчас по диагонали 1 на 1 выход. Но на сей раз Николай Савин сыграл выше всяких похвал. Вот Никита Илько, который выступал за мирнинскую команду Алмаз Алроса. Мирнинский Месси, так его называли любители якутского мини-футбола. Тоже вот игрок невысокого роста. И смотрим, удар с лету блокируется. Вот Никита Илько тоже левша. И мне кажется, даже он как-то специально, что ли, старался походить на знаменитого аргентинского футболиста в плане дриблинга. Вот эти вот движения перед резкими уходами налево-направо. Ну, видимо, не получилось, да, вот. Видимо, может, соревнования какие-то у Никиты Илько. Смотрим. 2-0, остается играть меньше 13 минут. Сергей Волошин пока не очень замечен в этой встрече. Неточная передача. Андрей Иванов на ваших телеэкранах. Ему адресовалась эта передача. Заброс вперед, есть падение и звучит свисток. Но тут Михаил Никифоров, конечно, развернувшись, мог пробивать. Вновь, да, сошлись вот Михаил Никифоров и Сергей Волошин. Ну, видим то, что Михаил не согласен с решением арбитра, разводит руками. По его мнению, борьба за этот мяч в этом эпизоде проходила в рамках правил. Сергей Волошин. Тут, ну, такое тоже бывает, да, с Андреем Ивановым. Как-то недопоняли друг друга и вот столкнулись в активных передвижениях. Такое, ну, бывает. Смотрим, а Сергей Волошин получает мяч. Может пойти в обыгрыш Сергей. Переводит мяч на правый фланг. Так, тут потеря. И сейчас в контратаку побежали мегинцы. Михаил Никифоров пробивает, штанга и добивание. И вновь Евгений Скрябин. Хэт-трик третьего номера Мегина Кангаласской сборной. Ну, смотрите, магия цифр. Тройка на спине, тройка на табло и тройка в активе Евгения Скрябина. 3-0 Мегина Кангаласский Улус делает мощную заявку на победу в этой встрече, учитывая то, что Усть-Алданский Улус атакует не столь остро, и нет тут пока такого, чтобы вот сказать, да, то, что Усть-Алданский активен в атаке. Нет, мегинцы здорово идут вперед.
И переводит это преимущество в голы. Смотрим с другого ракурса. Вот Михаил Никифоров. Долго-долго смотрел налево на своего партнера и решил пробить с левой ноги. Мяч попадает в штангу, и на добивании, вот как бы тут ни старались Сергей Волошин и Николай Савин, ну, с такого расстояния, с такой убойной позиции, конечно, я думаю, труднее было промахнуться. Колотил мяч Евгений Скрябин и сделал счет 3-0. Минутный перерыв. Смотрим, как усялданцы обескураженно, конечно, выглядят. Сейчас, конечно, будет проведена работа, и Сергей Павлович Скрябин будет носить корректировки в игру своей команды. Но тут, конечно, да, ну, 10 минут еще остается играть в первом тайме. Ну, как же все-таки здорово мегинцы выбегают вот в эти контратаки. Ну, приличное количество людей тут собралось на хоккейном корте. Это, конечно, главный матч второго игрового дня данного турнира. Заречное дерби — это всегда жарко. Ну и, конечно, минутный перерыв пойдет на пользу усялданцам в том плане, то, что, ну, действительно обескураживающее начало. Вообще 3 мяча уже получили, и польза тут может пойти в том плане, то, что вот просто с парнями постоять, подышать, успокоиться, перевести дыхание и сбить темп, сбить вот это вот эмоциональный фон, вот кураж, да, вот, который сейчас после третьего мяча, конечно же, был у мегинцев, и в том числе для этого используют минутный перерыв. Конечно, сейчас очень важно усялданцам успокоиться и с холодной головой пробовать навязать свой футбол. Но мегинцы сейчас, конечно, уже их задача это просто доиграть тайм, первую 25-минутку, и при возможностях, конечно же, идти вперед, но сломя голову. Мегинцы вперед идти не будут. +3 это очень комфортное преимущество, и они будут играть по счету, это 100%. Смотрим атаку усялданцев. Мягкий навес. Тут игра рукой. Евгений Скрябин. Ну, вернее, не Евгений Скрябин сыграл рукой, а мяч после подачи Джулстана Пестрякова попал в руку Евгению. Смотрите, какая поддержка. Усалдан скандирует болельщики. А между прочим, это стандартное положение, очень опасное. Отсюда, конечно, надо бить. И у мяча Джулстан Пестряков. Джулстан может зарядить сильно, если мы это знаем. Посмотрим. Итак, есть удар, и в игру вступает вратарь. И еще, кажется, мяч после вратаря угодил еще и защитника усялданцев. Но тут по лицу, видимо, прилетело. И стражу ворот мегинцев потребуется, ну, не вмешательство, да, не помощь медицинской бригады, а просто тут, конечно, просто потребуется некоторое время, чтобы прийти в себя, потому что, ну, я думаю, все прекрасно знают то, что в мини-футболе, да, вот играют четверкой, причем 4-го размера, он очень плотный, и когда вот мяч прилетает в лицо, это всегда очень и очень неприятно. Ну вот даже на повторе мы увидели то, что Айсен Савин на секунду выключился от игры, потому что мощнейший удар по лицу. И потом вот быстренько пришел в себя и сразу стал вытягиваться и наваливаться вот в сторону предполагаемой зоны поражения. Итак, Айсен в порядке. Мы можем продолжать. Айсен, Сергей Волошин делал скидку в сторону правого фланга. Но там никто из его сокомандников на этой позиции не оказался. Ух, какой высокий заброс, смотрите. А почему бы и нет, да? Михаил Никифоров, у него, ну, он рослый. И за верховые борьбы, за верховые мячи он, конечно, будет цепляться. Интересное решение, конечно, мегинцев. Почему бы не попробовать играть такими забросами? А вот разыгрывает усялданцев. Пестряков делает передачу направо.
Так, тут мне просто сильно солнце мешает, да, монитор. Не смогу смотреть, и смотрим Айсен Савин в порядке. Сразу же быстро, нет, показалось, вводит мяч в игру. Тоже заброс вперед на Евгения Скрябина, который у нас уже отличился хэт-триком в данной встрече. Сергей Волошин переводит мяч на правый фланг. Там Виктор Винокуров. Нет, это не Виктор Винокуров. Перевод на Джилстана Пестрякова. Идет в обыгрыш. Тут его встречает Михаил Никифоров. Свистка нету, надо играть. Сергей Волошин отыгрывает на своего вратаря. Заброс вперед, отыгрыш назад. Он тут бьющий не успел. А бьющим в этом эпизоде был Афоня Федоров. Ну, сколько звезд, да, высшей лиги России, в целом вообще якутского мини-футбола сегодня у нас на паркете, в рамках этой встречи. Настоящий праздник мини-футбола на хоккейном корте села Барагонцы. И смотрим, Джилсан Пестряков начинает атаку своей команды. Усалданцы идут вот комбинационно, да, вперед. Все-таки не сломя голову, вот пытаются передачами на коротке, вот за счет передвижений пытается что-либо допридумать, но пока, конечно, результата нет, но все же команда продолжает нащупывать свою игру. Ну, а мегинцы, конечно, уже сколько минут играют по счету. 4 минуты осталось играть. Говоря о звездах, да, высшей лиги, у нас также в составе Мирнинской сборной выступает Геннадий Сергеев, который, конечно же, в первую очередь ассоциируется с мини-футбольным клубом Алмаз-Дроса. Но потом Геннадий у нас играл, если не ошибаюсь, за «Газпром Бурение», команду такую, и впоследствии чего он перешел в Якутскую Зарю. Смотрим, еще одна атака мегинцев! И Василий Лыткин. Здорово вступает в игру. Сейчас угловой будут разыгрывать мегинцы. Игорь Дегтярев вводит мяч в игру и провожает мяч до аута. Бьющего будет, видимо, разыгрывать Рустам Ларионов. Судья просит, да, тут отойти на законные, предусмотренные правилами 5 метров. Есть удар. Мяч угодил в Владимира Жиркова. Ну что, также бьющего будут разыгрывать сейчас по всей вместе. Нет, прострел в сторону штрафного. Есть удар. Мимо дальней по телевизионной картинке штанги пролетел мяч. Пестряков делает мягкий заброс вперед. И скидка на пятачок. Но мегинцы предугадали комбинацию и отвели угрозу от своих ворот. Есть прострел в центр штрафной. Никак выйти не удается мегинцам. И сейчас, ух, какой плотный удар. Да, Владимир Жирков прилично вложился в этот удар. 2 минуты. 2 минуты остается играть в первом тайме. И продолжает команда Усть-Алданского Улуса пытаться сократить отставание перед тем, как уйти на перерыв. Пестряков делает навес в сторону Андрея Иванова, но вы сами все видели, свеча получилась уж больно высокой. Айсен Савин вводит мяч в игру. Юрий Афанасьев отыгрывает назад. Тут же следует навес, который после срезки отправляет мяч за пределы игрового поля. Итак, мяч в игре. Посмотрим, что предложит команда Мегина Кангласского Улуса. Но потеря.
Владимир Жирков будет вводить мяч в игру. Играет он с Сергеем Волошиным. Сергей Волошин. Но, конечно, многое сегодня будет зависеть от его действий, потому что человек с таким приличным багажом опыта, мастерства, он, конечно же, играет важную роль даже в такой сильной команде, как Усть-Илдан. Но прям как хоккей, да, стелется футболисты Мегино-Кангаласской сборной, блокируя удары. Хорошо пошел в обыгрыш Жирков, своих двоих сразу убрал. Хорош в этом эпизоде Владимир Жирков, но тут, да, парни потолкались. Это понятно, конечно, все заряжены. И тут после этого стыка обменялись парочкой ласковых, как я понимаю, и судье пришлось провести профилактическую беседу. Мы за заряженность, мы за активный футбол. Но, ух, тут опасно могло получиться. Пробивал Афанасий Федоров, и после рикошета мяч ушел в аут, но мог он оказаться в сетке ворот. И на ваших телеэкранах Афанасий Федоров, безусловно, лидер усть-илданской команды, игрок мини-футбольного клуба «Заря», чемпион высшей лиги России. И смотрите, как действует Афанасий Федоров. Левой поднимает мяч, правой пробивает. Но, конечно, Афанасий Федоров ассоциируется больше ударом с левой ноги. Продемонстрировал нам, да, тут бразильские движения. Ну, чем не Фалькао, да? Нарушение правил. Так, интересно, какая ситуация у нас по фолам. Так, но это тут, конечно, желтая карточка. Минутный перерыв взяла команда. Получает горчичник Владимир Жирков, и минутный перерыв сейчас. Владимир Жирков, номер 8. Да, Владимир Жирков у нас, получается, уже висит на желтой карточке. Ну, что, конечно же, на что стоит обратить внимание, потому что в матчах между Усть-Илданским и Мегино-Кангаласским улусами всегда очень много борьбы. И вот уже сейчас мы видели то, что под занавес первого тайма вот пошли у нас такие разговорчики, да, то, что вот потолкались, быстренько так выяснили отношения, судье приходится вмешиваться. Всегда жарко в этих играх, и поэтому, когда мы используем, да, глагол, то, что игрок висит на желтой карточке, то именно в таких матчах это имеет еще большее значение, потому что в заречном дерби риск получить карточку желтую, напроситься, да, этот риск всегда больше. Итак, смотрим. Разыгрывает штрафной команда Мегино-Кангаласского улуса. Рустам Ларионов делает передачу. Есть удар! Но кто же пробивал? Как вы думаете, Михаил Никифоров пробивал, и в игру вступил Василий Лыткин. Перевел мяч на угловой. Рустам Ларионов делает навес. Еще раз Михаил Никифоров. Но вчера, вот когда из-за сильнейшего дождя с прорывным таким ветром у нас намокло оборудование, мы не смогли, к сожалению, транслировать оставшиеся две игры, да, вот которые вот остались после дождя. Вот Мегино-Кангаласский со счетом 4-3 победил Нюрбинский улус. Там просто настоящее месиво устроили ребята, и сам я находился на другом объекте в этот момент. Но, как рассказали, то, что Михаил Никифоров вчера просто положил красавец банку. Просто красивейший гол ударом с лета. И вот сейчас как раз таки тоже Михаил Никифоров пытался в такой же манере, да, вот с лету пробить. У Михаила, конечно же, с ударом не то, что все в порядке, а просто здорово. И смотрите, как в откаты стелятся нас игроки. Сейчас жара пошла. Да, конечно, разговорчики. Еще одна желтая карточка будет, как я понимаю. Да, Евгений... Так, сейчас Евгений Скрябин. Так, у него не было карточки. Евгений Скрябин, номер 3. Немножко я попутался. Вот смотрим. Ну, вот тут, да, видим. И стелится. Бабах. Да. Это, конечно, жестко. И недовольны зрители решением судьи.
И да, 10 метров у нас сейчас будет. Так, у мяча Алексей Дмитриев, смотрим. И мимо Афанасий Федоров. Ну, Арсен Савин праздновал, да? Будто бы он отразил этот удар. Но было бы так, был бы назначен угловой. Значит, все-таки Афоня Федоров в створ не попал. Сложно судить, конечно же, вот с общего ракурса. И да, Последняя минута первого тайма. споры у нас идут. Я думаю, вы даже через экран сейчас прекрасно чувствуете это напряжение, которое у нас все нарастает и нарастает. Еще одна желтая карточка. Афанасий Федоров, чуть ли не сказал, на газоне, на паркете. Досталось Афоне. И сейчас вот продолжаются разговоры. Что-то очень активно Алексей Дмитриев обсуждает с судьей. Как бы тут за разговорчики не напроситься на горчичник. И, понимая это, прекрасно уводят его сокомандники. И сейчас еще один 10-метровый удар у нас будет. Ну, тут, конечно, да, неприятно, конечно, тут по ноге тут прилетел Афанасию. Продолжает Дмитрий Алексеев очень активно вести диалог с арбитром. Но решение уже принято, тут я не знаю, тут уже ничего не поделаешь. Кто на сей раз будет пробивать 10-метровый, как я понимаю, бить будет... Ну кто, Джилстан Пестряков? Да, Джилстан Пестряков берет разбег. Есть удар, штанга! Вот это жаришка, да, друзья? 2 10-метровых подряд. И сначала Афоня Федоров мимо, правой от себя штанги отправляет. Потом Джилстан Пестряков тоже не забивает. Да. А ведь это была возможность, да, вот в идеале просто сократить отставание до минимума, сделать счет 2-3. Но это спорт, это мини-футбол, и тут, конечно, мы за это любим, это зрелище. И у нас еще есть время насладиться мини-футболом в рамках первой 25 минутки. Есть удар, и будет ли угловой? Вопрос в этом нет, а отворот назначает арбитр Айсен Савин. Конечно же, сейчас надо спешить, идет такая закидка вперед, и сразу в контратаку сейчас идут усалданцы. Встречает высоко команда Мегина Кангаласского Улуса своих соперников. Сейчас Афоня Федоров будет разгонять атаку своей команды вторым темпом. Правда, Афоня Федоров уходит направо, делает передачу на правый фланг, перехват. И сейчас контратака мегинцев. И смотрим. Вратарь вне ворот. Пустые были ворота, но пустые. Не полностью. Просто нет слов такое комментировать. Игрок, конечно, был у салданцев, и как раз таки он спас от неминуемого гола. Джилстан Пестряков с мячом. Передача не прошла, но, правда, мяч сохранили. И сейчас продолжается атака у салданской команды. Звучит свисток. Уходим на перерыв, дорогие друзья. Но просто потрясающий первый тайм, по итогам которого со счетом 3-0 у нас ведет команда Мегина Кангаласского Улуса. И все 3 мяча забил Евгений Скрябин, автор хэт-трика, автор 3 результативных ударов. Пока что он, главный человек в этом матче. Ну и, конечно, у нас действующих лиц очень много, очень жаркий матч. И второй тайм, конечно же, будет таким же напряженным. Так что ждем вас во втором тайме, дорогие друзья. Оставайтесь на телеканале Якутия 24. Вообще огонь, огонь.
Заречное дерби. Прямой эфир Заречного дерби продолжается на телеканале Якутия-24, дорогие друзья. Мы продолжаем смотреть центральную встречу второго игрового дня турнира по мини-футболу спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Мы находимся в селе Барагонцы Усть-Алданского района. И хозяева игр, хозяева данного турнира, хозяева данной встречи встречают команду Мегино-Кангаласского улуса. Опаснейший удар пролетает в сантиметрах от штанги. И второй тайм мы начинаем при счете 3-0. Первые 25 минутки. 3 результативных удара Евгения Скрябина обеспечили вот это вот комфортное преимущество мегинцам. И, конечно же, представители Мегино-Кангаласского улуса будут продолжать, да, как и в минувшем тайме, играть по счету. Ну и, конечно, Усть-Алдан сейчас будет идти вперед. Две прекрасные возможности были у усть-алданцев для того, чтобы максимально сократить отставание в счете. 2 10-метровых удара было назначено в ворота мегинцев, но как Афоня Федоров, так и Джулстан Пестряков с 10-метровой точки игровой снаряд отправить в цель не смогли. Удар с лету Михаила Никифорова. Мы сегодня еще не раз увидим вот это вот явление, что все в порядке с ударом у Михаила. И, конечно же, мегинцы эту опцию будут продолжать использовать при первой же возможности. С мячом усть-алданцы продолжают у нас звучать барабаны, кричалки. Усть-Алдан, Усть-Алдан. Ну и мегинцы тоже. Тут их немало. Ну, понятное дело, потому что соседей, конечно, очень много людей, как спортсменов. Вообще, я знаю, что делегация Мегино-Кангаласского улуса на этих играх она самая большая. Конечно, не смогу назвать точную цифру, но факт есть факт. Самая большая делегация на эти игры приехала из Мегино-Кангаласского улуса. Ну и, конечно, на этом хоккейном корте, где у нас идут соревнования по мини-футболу, присутствует очень много людей, которые поддерживают команду Мегино-Кангаласского улуса, которая сегодня играет в черных джерси и белых шортах. И, соответственно, у нас Усть-Алдан играет в красных футболках и также в белых шортах. Опасный момент, и угловой будет. Тут Василий Лыткин очень, конечно, сильно старался для того, чтобы сохранить мяч в поле. Понимал он то, что мяч уходит от его игрока. И вот еще то, о чем я говорил, Михаил Никифоров пробивал. Я думаю, сейчас через интершум тоже атмосфера прекрасно чувствуется. Меге Хангалас. Кричалки тоже вот со стороны болельщиков Мегино-Кангаласского улуса. Тоже они есть, поддерживают активно и команду Мегино-Кангаласского улуса, и команду Усть-Алданского улуса. Афоня Федоров прекрасную передачу делает, зрячую. Сместился налево, увидел этот коридор и открывание своего товарища по команде. Но в момент передачи прозвучал свисток арбитра. Нарушение правил. Рустам Ларионов вводит мяч в игру. Комбинируют футболисты мегинской команды. Мяч чуть ли не дошел до Юрия Афанасьева, который, в принципе, вот дойди мяч в этом эпизоде до него, он мог развернуться, и все, это рандеву с вратарем. На сей раз обошлось. И вот флаг перекрывает нам картинку. Болельщики Мегино-Кангаласского улуса пришли с флагом. Странно, что не слышно вот этого атрибута, да, который всегда используется активно на играх. Вот когда в пластиковой бутылке забрасывают камешки и активно бьют бутылки друг от друга. Ну, что ж, и без этого у нас атмосфера на хоккейном корте отвечающая вот матчу с такой афишей, как Заречное дерби, противостояние Усть-Алданского и Мегино-Кангаласского улусов.
Сергей Волошин. Передача вдоль левого фланга. Мяч не покинул площадку, надо играть. Свистка нет, и тут аут. В пользу усилданцев Сергей Волошин. Сергей Волошин идет в обыгрыш и пробивать может. Решился он делать передачу. И здорово в подкате стелится Юрий Афанасьев. Угловой. Навес. Да, тут досадно, конечно, подскользнулся Джилстан Пестряков. Вот, все-таки вот наличие, да, вот этого слоя пыли на паркете, он сказывается. Подскользнулся Джилстан в самый неподходящий момент. Но организаторы, конечно, протирают, да, вот пыль перед каждой игрой. Но, тем не менее, все-таки скользко. Но все при равных условиях. Сергей Волошин тоже идет в обыгрыш, делает передачу направо, и прострел вдоль ворот не прошел. Джилстан Пестряков этой передачей искал своих сокомандников. И смотрим, Пестряков. Так, тут отскочил мяч обратно к усилданцам. Есть удар Пестрякова! Первый гол у усилданской команды. Просто взрывает трибуны на хоккейном корте и забивает Джилстан Пестряков. Гол в ворота команды Мегина Кангаласского. Поздравления принимает Джилстан. Джилстан Пестряков. Ну и давайте смотреть. На эмоции, конечно, Джилстана Пестрякова. Ну вот, как все начиналось. Сергей Волошин уходит от своего опекуна, пытается сделать передачу. После этого у нас был угловой, и впоследствии нескольких отскоков, да, вот мяч все-таки дошел до Джилстана Пестрякова, и он с убойной позиции расстрелял ворота соперников. 1-3. 1-3. И, конечно, сейчас Усть-Алданский район на кураже будет идти вперед. Ух! С убойной позиции Игорь Дегтярев отправил мяч мимо ворот. Пробивал Николай Дьяконов. И на самом деле это был удар, как я увидел, но мяч дошел до Дегтярева. И он, может, сам тоже не был готов к такому повороту событий. И вот быстро сориентироваться и пробить точно не получилось. Смотрим далее. Атака. Левым флангом разворачивается у усилданцев, а вот в пользу Мегина Кангаласского улуса. Или же все-таки мяч... Да, усилданцы будут вводить мяч в игру. А если быть точнее, сейчас ведет мяч в игру Николай. Есть удар. Бьющего разыграли. И есть еще у нас больше 17 минут вот этого вот горячего заречного дерби. Разыгрывается аут. Сергей Волошин на носочках. Действует Сергей Волошин. Делал передачу на левый фланг, но мегинцы уверенно встречают своих соперников. Вот очень активно все-таки подключают, да, Сергея Волошина. Игра идет через него в последние минуты. Аут в пользу Мегина Кангаласского улуса. И Михаил Никифоров сейчас будет вводить мяч в игру. Ну, Михаил Никифоров, хоть он и в первую очередь ассоциируется с большим футболом, опыт у Михаила в плане мини-футбола тоже приличный. Он даже выступал за «Зарю». Правда, в течение, кажется, одного только сезона, но тем не менее на профессиональном уровне Михаил, конечно же, выступал. Это факт. Смотрим. Джилстан Пестряков бьет. Вратарь на месте. И смотрите, какая борьба идет за мяч до самой линии аута, до скамеек. Хотел сказать запасных. Нет, до скамеек с болельщиками. Такая вот борьба у нас за мяч идет. Это противостояние Усть-Алданского и Мегина Кангаласского улусов. Перехваты сейчас усть-алданцы могут идти вперед. Ладно, несколько захлебнулась атакой сейчас Владимир Жирков, автор. Нет, есть удар. Так, и угловой будет.
Владимир Жирков отправляется подавать угловой. Удар! С внешней стороны ворот мяч столкнул сетку. Есть падение, но нет свистка. Надо вставать и играть. И сейчас численное преимущество может быть у исалданцев. Смотрите, в три практически атака. Есть падение. И сейчас на встречных курсах идет практически игра. Михаил Никифоров выходит 1 на 1. Сбивает Айсен Савин. Михаила Никифорова будет что? Но сейчас как решит арбитр? Нет, конечно же, не Айсен Савин. Извиняюсь, вот в попыхах прямо. Василий Лыткин выбежал из своих ворот. И сбил Михаила Никифорова. Михаил уходил в сторону, обыгрывал и, конечно же, хотел отправлять мяч уже в пустые ворота. Так, на нарушение правил и... Ну, карточку я не видел. Ну, решение судьи. И смотрим. И будет удар. Есть удар. В стенку угодил мяч после удара Эдуарда Афанасьева. И продолжаются вот активные разговоры с судьями, да, вот когда вот у нас заминка, аут, и практически, ну, у очень большого количества футболистов есть какие-то, ну, не то чтобы какие-то претензии, но вопросы имеются. Удар Михаила Никифорова. И практически вот когда каждая остановка, каждая заминка к судьям, вот кто-то да кто-то, но обращается вот, с каким-то вопросом и так далее, да, потому что это всегда так, это битва у Усталданского и Мегина Кангаласского улусов, всегда жара. Сейчас Сергей Волошин делает передачу, и еще до удара дело доходит. Джилстан Пестряков, ну вот говорю же, скользко. Тут тоже опорная, мне кажется, нога поехала у Джилстана в момент удара. Ну, как я тоже говорил, да, все при равных условиях. Передача вперед, и мяч покидает пределы поля. Так, а что по желтым? То, что мы с вами зафиксировали, да, дорогие друзья, записали наш собственный протокол. На карточке у нас висит Владимир Жирков, футболист Усталданского района, ему фалить нельзя. Учитывая весь накал, да, который у нас сейчас на корте, тут, конечно, желтая карточка сильно-сильно мешает, да? Надо всегда это держать в голове и как-то играть с холодной головой. Очень аккуратно. Комбинационная атака у Усталданского района. Передача доходит до Сергея Волошина. Сергей Волошин решил перекинуть вратаря. Айсен Савин на месте успел отпраздновать и возвращается на свою позицию. Борьба за мяч в воздухе. Продолжается атака Усталданского района. Тут упал на паркет айталбурцев. И, по мнению арбитра, не без помощи соперника айталбурцев зарабатывает очень опасный штрафной для своей команды. И сейчас, безусловно, тут будет, наверное, применяться какая-то домашняя заготовка. Сергей Волошин у мяча. Так, и Айсен Савин выставляет стенку из двух людей. Закрывает он часть ворот. Нет, уходит один игрок и разыгрывается. Есть удар. Но Сергей Волошин, конечно, очень тонко решил сыграть. В минувшем эпизоде вышел 1 на 1, решил перекинуть Айсена Савина. Айсен Савин не повелся и не стал стелиться сильно. Он выходил именно вот по классике мини-футбольной школы, оставался ну, на ногах, и он полностью был прав. Отвел угрозу. Айсен Савин, конечно же, вратарь с очень большим опытом, настоящий мастер. И сейчас Афанасий Федоров бьет и зарабатывает угловой для своей команды. Так, звучит свисток. Не совсем понимают. За разговорчики, видимо, желтую карточку получает футболист сборной Мегина Кангаласского улуса Юрий Афанасьев. Тоже теперь он с этой минуты, с этого мгновения висит на карточке. Но это как-то... Да, видимо, за разговоры, потому что я же отмечал то, что продолжаются у нас, вернее, не заканчиваются диалоги с судьями. И, видимо, терпение лопнуло. Ну что, ну тут, конечно, передача не получилась, сильно высокая свеча и вообще, в принципе, в аут. Мяч ушел. Ну и сейчас вы можете видеть, вот как называют их в мире футбола. Люди, которые вот заряжают, да, заряжают кричалки.
У нас используются активно барабаны. Улус-Алдан, Улус-Алдан. Гонят вперед своих спортсменов, болельщики, любители спорта из Усть-Алданского Улуса. Тем временем их атака завершается свистком. Много-много борьбы сейчас. Вот как жаль, что сегодня... табло включили все-таки. Я вижу, да, по фолам у нас. Правда, непонятно. 2 фола, как я понимаю, у Усть-Алданского Улуса. Ну, к сожалению, счетчик табло фолов мигинцев с комментаторской позиции я пока увидеть не могу. Усть-Алданцы начинают атаку своей команды. И вновь Сергей Волошин, конечно же, вот, является основанием этого ромба, квадрата, как хотите. Но по ситуации, да, как у нас сейчас развивается ситуация, очень спокойно сейчас. Усть-Алданцы комбинируют. Пестряков ищет варианты. Пестряков делает хорошую передачу. В 5 полевых, кстати, играет Усть-Алданцы. Есть вот эта вот передача. Обидная ошибка. Айсен Савин, ничего. Ошибки бывают, и мяч на свой счет записывает Андрей Иванов. И, конечно же, он сразу берет мяч, относит к центру поля, чтобы как можно быстрее был разыгран мяч. И в активе сейчас Усть-Алданцев остается еще 9 минут для того, чтобы отыграть и отставание в счете. Вот как сейчас проходит. Забегание хорошее Юрия Афанасьева. Мне показалось, что немножко зацепили Юрия в этом эпизоде, но судьи оставили этот момент без своего внимания. Сейчас Афанасий Федоров оставляет мяч Сергею Волошину. Ну а Айсену Савину сейчас, конечно, надо успокоиться, потому что после таких ошибок, конечно же, надо сохранять спокойствие. Но такой мастер, как Айсен Савин, конечно же, с этой психологической нагрузкой справится без проблем. 5 полевых продолжают качать своих соперников футболисты Усть-Алданского Улуса. Еще 8 минут они будут играть комбинированно вот именно в 5 полевых. При потере мяча, конечно же, будет обратная замена вратаря. Но сейчас 5 полевых можно поймать на ошибке. Удар мимо ворот. Предельно, конечно, внимательно надо играть в 5 полевых, потому что это большой риск. Каждая потеря мяча может обернуться голом. Поэтому очень внимательно надо действовать. Вот сейчас вот основанием вот этой вот геометрической фигуры является Сергей Волошин. Кому же, как не ему, вот такому мастеру, серебряному призеру чемпионата России среди команд высшей лиги, играть эту роль. Сейчас видим. Раскачивают, продолжают качать своих соперников. Усть-Алданцы. Пестряков делает передачу. Еще один момент. Айсен Савин блестяще играет. Пестряков сейчас будет начинать еще одну очередную атаку в 5 полевых. Вся пятерка сейчас будет катать мяч налево, направо, в центр. Срезка, и сейчас Айсен Савин может пробить. Что делает Айсен? Айсен пробивает, и ему, конечно же, мешали. Ворота-то пустые, конечно, Айсен Савин это прекрасно понимал. Мяч остался в игре, он пробивал. Афоня Федоров. Передача на Сергея Волошина. Волошин делает передачу далее направо на Пестрякова. Волошин получает мяч обратно. И хотел вернуть сейчас Пестрякова. Опасная срезка. Мяч остается у Усть-Алданцев. Сергей Волошин. Джилстан Пестряков. Справа Афанасий Федоров. Афанасий Федоров получает мяч обратно на Пестрякова. Вот сейчас уже вот Пестряков играет крайнего полевого. Пестряков. Ух, опасненько. Сергей Волошин. Джилус Пестряков. Он может пробить, мы знаем. Пестряков пробивает, но мешает ему Рустам Ларионов. Блокировал. Так, смотрим. Сергей Волошин делает передачу на Афанасия Федорова. Федоров возвращает мяч в сторону Джилстана Пестрякова. Так, тут небольшая неточность. Так, ну смотрим. Так, что у нас тут? Судьи показывают, то, что аут будет в пользу усть-алданцев. Чуть меньше 6 минут еще остается играть. Джилстан Пестряков. Так, что тут у нас? Свисток прозвучал. В руку мяч угодил.
И стандартное положение. Вот обратите внимание, то, что даже когда вот у нас сейчас остановка, да, надо спешить у солданцев, потому что счетчик-то у нас, таймер не останавливается, потому что по регламенту турнира только последние 2 минуты в каждом тайме у нас идут в чистом виде вот со всеми остановками, поэтому у солданцев будут максимально спешить при любых вот этих вот остановках. Это в их же интересах. Есть удар! Афанасий Федоров с своей любимой рабочей левой ноги пробивал, но мяч угодил не в руку, а в грудь игроку Мегино-Кангаласской сборной. Очередная волна атаки сейчас начнется в исполнении усть-алданских футболистов. Сергей Волошин делает передачу направо. Афанасий Федоров тут в обыгрыш шел, и нарушение правил, звучит свисток. Так, ну за это, конечно же, сейчас карточку получит Алексей Дмитриев, потому что, но понимаем, все прекрасно понимают, зачем он это делал, чтобы выиграть для своей команды лишнее, ну хотя бы 5 секунд, неважно. Нет, карточку все-таки не дали, и штрафной опасно. Но тут, конечно же, левоногий Афанасий Федоров с этой позиции будет, ну не знаю, скорее всего, сейчас бьющего разыграют с Сергеем Волошиным. Да, так и есть, Сергей Волошин. Нет, да, вот я на эмоциях забыл, что в 5 полевых играют усть-алданцы. И, конечно же, они не будут играть бьющего, они будут комбинировать. И все-таки мяч мимо. Выдохнули трибуны. Выдохнули болельщики, которые поддерживают команду усть-алданского Улуса. Это было близко, конечно. Вот сейчас залети мяч, да, 4-2 отыграть, это, конечно же, не то чтобы невозможно, но задача заметно усложнилась бы. Но счет остается прежним 2-3, и усть-алданцам надо отыгрывать один мяч, и на это у них есть ровно 4 минуты. Продолжаются качели в исполнении усть-алданской команды. Афанасий Федоров делает передачу на Пестрякова. Пестряков. Ну, там должен был оказаться 5-й полевой, как я понимаю, но движение, в принципе, как-то пошло недолжным образом. И команда усть-алданского Улуса берет минутный перерыв, конечно. Минутный перерыв, и усть-алданцам есть что обсудить, потому что больше 3,5 минут у них есть для того, чтобы отыграться. И сейчас, конечно же, слово Сергею Павловичу Скрябину, да? Как на официальных мероприятиях. Вот, слово предоставляется главному тренеру усть-алданской команды Сергею Павловичу Скрябину. Но если без шуток, конечно, сейчас очень важно Сергею Павловичу дать верные установки в этот решающий момент. Ну и, конечно, минутный перерыв футболисты используют для того, чтобы пополнить водный баланс, попить воды, потому что действительно у нас по-настоящему летняя погода стоит, и сам матч жаркий, тем более вот столько борьбы, и все это, конечно же, не проходит бесследно. Еще и то, что у нас пыль имеется вот на паркете, тут, я уверен, что тоже отнимает силы, ресурсы, и вот сейчас ровно минута была отведена командам для того, чтобы получить установки, постоять, подышать, успокоиться. И сейчас выйти и пытаться исполнить установки своих рулевых. Мяч покидает пределы поля, аут в пользу мегинцев. Мегино-Кангаласский Улус, я напомню, является финалистом прошлых игр. Тогда сборная Мегино-Кангаласского Улуса дошла до финала и уступила в упорнейшем матче столичной команде города Якутска под руководством Олега Михайловича Марченко. Ух ты! Вы это видели, дорогие друзья? Вот это гол! Да. Да, разобраться бы, кто именно забил этот гол, красавец. Но нам, конечно же, активно показывают Алексея Дмитриева. Но нет, Алексей Дмитриев не является автором этого мяча. Он находился непосредственно у самих ворот, а удар он пришелся прямо со своей половины поля. 4-2. Да, но тут, конечно же, еще и солнце, наверное, помешало. Да, застали врасплох Василия Лыткина. И судя по повтору, ну, Айсен Савин же пробивал.
Ну и продолжаем смотреть. Афанасий Федоров. И удар Афони. И... Смотрите, рикошет. Не без помощи рикошета. Неважно, это гол. Афанасий Федоров станет ли автором этого забитого мяча, но мне показалось, что действительно мяч отрикошетил от игрока Усалданской команды. Значит, мяч все-таки будет засчитан на Афоню Федорова. Афанасий Федоров сокращает отставание. А в счете, давайте смотреть, передача назад, и Афанасий Федоров вот отсюда решился пробить с левой ноги. Да, как неудачно подставил ногу. Сейчас не могу, конечно, разобраться, но это, конечно, срезка. И стандартное положение. Смотрим. Стенка из двух человек. Ну и сам вратарь практически тоже стоит в этой стенке. Смотрим. И Михаил Никифоров будет бить. Есть удар. Мяч угодил и в стенку, и в вратаря. Тут же звучит свисток. Нарушение правил. Мегина Кангаласский Улус, 5-й фол. Ну, пошла, да, настоящая жара, дорогие друзья. 4-3. Впереди команда Мегина Кангаласского Улуса. И сейчас... Так, смотрю. Так, я глазами ищу 5-го полевого. Да, 5 полевых, это абсолютно верно. И мяч доходит до пятачка, но до удара дело не доходит. Все, обратная замена. 5-й полевой возвращается. И сейчас при каждой, конечно, потере будет возвращаться вратарь на раму. Так и есть, выбегает. Василий Лыткин возвращается на свою позицию. И сейчас Мегина Кангаласский Улус будет идти вперед. Есть отбор, и Афоня Федоров свою временную передачу Сергей Волошин делает. Волошин отыгрывает обратно назад. Джулстан Пестряков. Ну вот эта вот четверка, да, стартовая у селданцев играет практически весь матч. Очень... Вот Сергей Волошин, Джулстан Пестряков, Афоня Федоров практически без замены. Постоянно они на паркете. Сейчас Джулстан Пестряков делает обратную передачу на Волошина. В подкате прерывается пас Сергея Волошина. Ну и сейчас со своей зоны будут начинать возобновлять эту атаку, вторую волну. Вновь Волошин. Последняя минута встречи. Волошин на Пестрякова. Пестряков. Волошин. Вся четверка прижалась к воротам. И отбор. И Михаил Никифоров выходит на пустые ворота. Михаил Никифоров. Это 5-3. Это 5-3. Михаил Никифоров празднует. Празднует этот гол. Забил игрок под номером 10. Михаил Никифоров. Ну, это, конечно, серьезнейшая заявка. Вот, я пытаюсь посмотреть на табло, судейское табло, сколько там секунд осталось. Потому что у нас уже идет чистое время. Ну, да, вот чем чревато, да, потому что Сергей Волошин тут делал передачу, и как бы не хотел он исправить ситуацию, уже он был бессилен. До последнего бежал Джулус Пестряков. Даже вот, видите, ударился о штангу. Но тут уже, конечно, все было предрешено, потому что, смотрите, сколько метров? 2 метра, 1,5 метра преимущества у Михаила Никифорова. И Михаил Никифоров даже не стал бить сразу. И фирменный деп Михаила Никифорова. Да, вот частенько Михаил празднует голы вот этим вот жестом. Да, Михаил Никифоров, пусть и не представитель, а вот поколение тинейджеров, да, вот, которые любят вот эти вот движения. Но Михаил Никифоров идет... Он в курсе вот этих вот, ну, мемов, модных движений, как хотите. Но Михаил Никифоров, да, конечно, отпраздновал красиво. Вот сейчас очередная, еще одна атака мегинцев. Но тут, конечно, да, подержать мяч и корпусом. Алексей Дмитриев прикрывает мяч. Данные для этого у него есть. Рослый, мощный парень. И, конечно, он тут выиграл. Ну, сколько? Ну, 4-5. Но тут каждая секунда на вес золота. Ну, не то чтобы стоял вопрос жизни и смерти для мегинцев, потому что у них преимущество в 2 мяча, но все равно выиграть лишние секунды — это сейчас задача каждого футболиста. Мегинская, конечно же, команда. Аут в пользу селданской сборной. Джулстан Пестряков быстренько вводит мяч в игру. 5 полевых, конечно же, продолжает играть. Сейчас уже нет смысла возвращать вратаря. Ух, тут... Ай-яй-яй-яй-яй. Даже моя нога дернулась на комментаторской позиции. Очень сильно досталась Джулусу Пестрякову. Ну, просто насыщенный на боль период вот идет у Джулуса.
в попытке спасти свои ворота сначала бьется о штангу, и тут прилетело вообще прилично. Предупреждение получил. Так, надеюсь, что с Джилусом все в порядке, но, по крайней мере, не сильно, да, хромая, он покидает паркет. Ну, удар был такой, да. Смотрим. Прокидывает мяч Афоня Федоров, ну и потом, ну, тут прям со стороны, да, влетели в ногу. И 10 метров. 10 метров, напомним, предыдущую попытку Афоня Федоров не реализовал. Смотрим, Афанасий Федоров, есть удар и есть сейв. Противостояние, да, двух одноклубников. Афанасий Федоров против Айсена Савина. И в этой дуэли победителем вышел Айсен Савин. И завершается матч. Завершается матч со счетом 5-3 в пользу Мегина Кангаласского Улуса. Заречное дерби. Настоящее. Рубилово. Настоящее мясо, как хотите. Но это было просто потрясающе. 5-3. Мегина Кангаласский Улус празднует победу. Поздравляем их, и, конечно, мы благодарим и команду Селданского Улуса, которая, ну, не ошибусь, если скажу, что оставила всю себя на паркете. Действительно, каждый футболист выложился и подарили нам вот это вот зрелище под названием «Заречное дерби» двух гигантов якутского мини-футбола. 5-3. Ну и пробежимся по списку авторов забитых мячей. Евгений Скрябин, хет-трик на его счету. Еще по одному результативному удару оформили Айсен Савин и Михаил Никифоров. Что касается Усть-Алданского, то у нас Джилустан Пестряков отличился, Афанасий Федоров и Андрей Иванов. Ну что ж, дорогие друзья, это было стоящее зрелище. И прежде чем попрощаться и предложить вашему вниманию хайлайты минувшей встречи, я проанонсирую следующую игру. Следующая встреча у нас начнется в 15:00. Также прямая трансляция будет доступна на телеканале Якутия-24. Также эфир будет идти на YouTube-канале нашего телеканала. И в 15:00 мы начнем просмотр первого матча сборной Якутска. И подопечная Олега Михайловича Марченко встретится с командой Горного района. Это группа «Д». Дорогие друзья, ждем вас в 15:00 на нашем телеканале. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!